Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы в гостях у вице-премьера правительства республики, министра сельского хозяйства Башкортостана Ильшата Ильдусовича Файзарахманова. Ильшат Ильдусович, здравствуйте. Ильшат Ильдусович, хотелось бы узнать, сейчас у нас в разгаре уборочная кампания, а зимы практически убрали. Хотелось бы узнать, какая средняя урожайность зерновых, то есть можно ли отметить, что у нас есть рост среднего показателя в республике? Сегодня, как вы сказали, что разгар начался, это достаточно тяжелая системная работа, подготовка в целом к этой кампании. Вот сегодня, в ближайшие месяцы, мы увидим результат труда целого года наших аграриев. На сегодняшний день мы сегодня активно убираем озимые культуры, а их не так много, учитывая то, что в прошлом году были дожди, мы посеяли там чуть больше 230 тысяч гектар всего лишь. Да. Поэтому видим, что урожай очень хороший, но как сегодня аграрии говорят, такая натура тяжелая. То есть у нас есть местами и 60, и 70, и 80 центнеров с гектара, особенно озимая пшеница. Поэтому мы за несколько дней уборку озимых культур завершим. И, конечно, надеемся, что перейдем уже на уборку яровых культур. Там уже по факту увидим, какая урожайность. Поэтому сегодня урожайность по озимым культурам нас вполне устраивает. Это от 37 до 45-47 центнеров с гектара, а это исторически у нас рекорд. Однозначно сегодня средняя урожайность по озимым культурам лучше, чем за последние годы, десятилетия у нас сегодня по факту имеем. Но при этом это не просто валовая продукция, это качество зерна. Это 3-4 класса, то есть зерно продовольственное. Поэтому мы надеемся, что цена на него будет дороже, чем в прошлом году. Поэтому сегодня аграриям рекомендуем попридержать и ждать хорошей цены. В целом мы аграриев направляем и рекомендуем больше не, в кавычках, не гнаться за воловкой, то есть не гнаться за тоннами, а в целом работать в сегодняшних рыночных, достаточно сложных, экономических, санкционных условиях, так, чтобы это было выгодно. Если мы говорим, что мы гонимся за воловкой, то есть хотим там много миллионов тонн зерна, это краткосрочный период работы и те краткосрочные надежды, которые могут агрария ввести в экономическую, наверное, неблагополучие. Поэтому очень важно сегодня аграрии должны выращивать и иметь в структуре из пассивных площадей те культуры, которые приносят в первую очередь краткосрочный и среднесрочный доход. То есть если по зерновым мы отсеялись меньше, чем планировали, но при этом мы видим, что достаточно хороший урожай, свои минимальные 2,2 миллиона тонн для потребностей мы закроем, но при этом мы в этом году имеем также исторический рекорд по площадям масличных культур. Это 670-680 тысяч гектар. Мы с таким объемом еще не работали, поэтому это первый раз в текущем сезоне нам придется работать с таким большим количеством гектаров площадей масличных или технических культур. У нас два крупных завода, это в Чишмах и в Кумертау. У нас около 20 небольших предприятий. Это маслоцеха, так называемые, при хозяйствах или отдельные предприниматели. Поэтому мы спокойно можем перерабатывать все вместе где-то более миллиона тонн подсолнечника или семян подсолнечника и семян рапса. При этом наши два крупных завода, они скупают вокруг других регионах, вокруг нашей территории, тоже максимальные объемы масличных культур. Это очень важно. При этом мы производим 6-7 раз больше, например, подсолнечного масла, чем республика сама потребляет. Поэтому это полностью экспортный товар. Экспортный товар – это значит появление выручки у наших предприятий. Появление выручки, валютной выручки наших предприятий – это значит средства для инвестирования или реинвестирования на нашей территории, на нашу землю. Поэтому все, что связано с масличными, в первую очередь, это экспортный товар. То есть это подсолнечное масло, это рапсовое масло и семена льна. Масличного льна – это как раз экспортный товар. Это то, что дает сегодня нашим аграриям доход. Я боюсь сказать, что он не стал основным доходом в ближайшие годы. Хотелось бы еще узнать, как развивается инфраструктура АПК. То есть сейчас вводятся ли новые какие-то мощности, может быть, строительство элеваторов, зернохранилищ. Как в этом плане у нас развивается в целом наша республика? Мы видим сегодня массовое строительство как
напольных сооружений, это так называемые ангары для хранения, в первую очередь, зерна, семян, удобрений. Мы видим модернизацию элеваторов. Мы вот у нас надеемся, что до конца года будет введен в эксплуатацию крупнейший элеватор на более чем 100 тысяч тонн с семенным заводом, это в Крымскалинском районе, суперсовременный. Потом ожидаем модернизации других элеваторов. Прошлый влажный год сегодня сподвиг наших аграриев иметь собственные сушилки и место для хранения. Учитывая то, что у нас структура чуть ушла в сторону масличных культур, а это уборка сентябрь-октябрь, а это влажная уборка, а это работа так называемая с высокой влажностью семян, особенно подсолнечника. Поэтому вынужденные аграрии должны иметь при себе сушилки для того, чтобы эту влагу снимать до продажи своей продукции, ну и, конечно, иметь склады хранения. Поэтому вот мы массово видим, в каком бы районе ни ехали, везде идет по возможности стройка напольного хранения и строительство и модернизация элеваторных мощностей. Хотелось бы еще узнать вот о количестве техники, которая вышла на поля, то есть насколько оно увеличилось вообще сейчас, как аграрии закупают нашу технику. За последние 2,5-3 года очень сильно, также в кавычках, штормит сельхозмашиностроение. Если мы 3 года назад комбайн покупали за 8 миллионов рублей, то он сегодня стоит 16-25 миллионов рублей. Но при этом цена на зерно как стоила от 8 до 12, так и стоит. Поэтому раньше, если мы за один комбайн стоил для агрария 10 вагонов зерна, если в вагонах считать, то он сегодня стоит 35-40 вагонов. Нужно ему произвести, продать, чтобы купить один комбайн. Несмотря на все сложности, несмотря на повышение цены, сегодня аграрий покупает сельхозтехнику, потому что это основной инструмент достижения цели, то есть уборки. Даже несмотря на все сложности, в текущем году все комбайны, завезенные нашими дилерами, а это Россельмаш и Гомсельмаш, они сегодня выкуплены и сегодня на полях работают. А вот мы периодически ездим по полям, я вижу эти новые комбайны, которые сегодня находятся в работе. И спасибо дилерам и этим предприятиям, которые входят в ассоциацию ремонтно-обслуживающих предприятий республики, которые обслуживают эту технику. Первично покупает тот, кто сильнее, но при этом они продают по трейдину уже на вторичном рынке, там покупают уже более мелкие фермеры, которым не нужна, там, допустим, новая и высокопроизводительная техника. Поэтому и новый парк комбайнов, тракторов остается в нашей республике, и на вторичном рынке, то есть уже использование так называемой БУ техники, также остается на нашей территории. Но при этом у нас более 4000 сегодня комбайнов, которые работают или в наличии на нашей территории. Нам еще нужно купить где-то более 1000-1200 высокопроизводительных зерноуборочных, в первую очередь, комбайнов, для того, чтобы работать еще быстрее, чем сегодня. Ильшат Ильдусович, у нас из технических культур основная это, конечно же, сахарная свекла. В прошлом году был сверхурожай этой культуры, а в этом году насколько скорректированы площади и в целом какой урожай ожидается у нас в регионе? В прошлом году был исторический рекорд производства сахарной свеклы, но это было для наших аграриев и перерабатывающих предприятий, ну, мягко говоря, катастрофично, да, потому что мы не переработали всю сахарную свеклу, которую собрали, и качество сахарной свеклы было самое наихудшее за последние годы, поэтому из него, значит, очень тяжело варился сахар. То есть очень низкая дигестия, это вот очень быстро гниющий корнеплод, да, поэтому мы уменьшили площади с 60 тысяч гектар до 42 тысяч гектар, но при этом мы пока видим, что достаточно неплохой ожидаем урожай сахарной свеклы, ожидаем, что сахаристость и масса сегодня корнеплода набирает, поэтому нам в норме для того, чтобы выкопать, перевести, переработать и получить на склад белый сахар, значит, нужно не более 1,5 миллиона тонн. 1,5, 1,6 миллионов тонн, этого вполне достаточно, чтобы загрузить оба завода. При этом мы планируем в этом году начать раннюю копку с 20 августа и 24-26 августа запустить оба завода. В этом случае мы сможем сократить период переработки и закончить после Нового года, а не тянуть как до 15-20 марта, как это было в последнем сезоне.
Ильшат Ильдусович, у нас сельхозпродукция из нашего региона в последние годы пользуется все большим спросом как внутри страны, так и за ее пределами. Насколько интересна наша продукция странам за рубежом? Два направления по выходу нашей продукции из нашей территории – это внутренний рынок российский и это прямой экспорт. Внутренний выход нашей продукции – это в другие регионы по готовой продукции или по сырью. Также, допустим, наши зерновые культуры, используя ЖД-транспорт, уходят до портов. Соответственно, мы не видим, что это наш экспорт. Мы продали российские компании, но при этом это наше зерно, допустим, уплыло в Иран, в Египет там, и в другие страны. И прямой экспорт. Как правило, прямой экспорт – это готовая продукция. Ну, например, индейка, которая сегодня развивается, мы уже видим в странах Африки. Или сухое молоко, допустим, из Мелиуза. Также мы уже третий год являемся основными продавцами сухого молока. А это наше переработанное сырое молоко, поэтому мы сегодня наращиваем. Или сыры, которые производятся на нашей территории, разъезжаются по всем регионам нашей страны, используя, конечно, крупный ритейл, который работает на федеральном уровне. Поэтому чем больше мы произведем продукции, чем дороже мы ее продадим, тем у нас будет больше возможностей, самое главное, инвестировать на нашу территорию. А инвестировать особенно в сельские местности очень важно, потому что мы занимаемся больше сельской территорией, нам важно, чтобы появлялась инфраструктура, появлялся новый бизнес. И, конечно, наша земля, башкирская земля, давала больше качественной, хорошей продукции. А я уверяю вас, что производимая продукция в Республике Башкортостан, она намного полезнее и натуральнее, чем это производится в других регионах. Почему? Потому что мы используем меньше удобрений и меньше средств защиты растений. Ну, например, простой пример, вот Туймазинский район, это тепличные комплексы, например, по производству огурцов. Там достаточно большая система использования средств защиты растений. Ну вот, я был в теплице, они не используют химическую защиту, они используют биологическую защиту, например, энтомофаги, да, там, которые полностью окружают производимые, допустим, огурцы и защищает их от всяких там насекомых. Да, это натуральная продукция, без использования химии. То же самое связано и с зерном, и с подсолнечником, и с рапсом, и с льном, и, ну и, естественно, с кормами, от которых мы получаем уже через животных молоко и мясо. Спасибо большое, Ильшат Ильдусович. Ну а мы, дорогие телезрители, конечно же, желаем нашим аграриям, чтобы ни одно зернышко не потерялось, и весь урожай они смогли выгодно продать для того, чтобы закупать, конечно же, новую технику, обрабатывать еще больше площадей. И, конечно же, наша с вами продовольственная безопасность зависит от работников агропромышленного комплекса республики.